Приветствую всех у себя на канале. Сегодня рассмотрим работу программы переводчика, работу с его полной версией. Сразу скажу, что демо-версии такого перевода не даст, там чуть ли не в 2 раза меньше слов. Практически отсутствуют в демо-версии глаголы, местоимения. Итак, разберем сегодня песню Линды Адамовой «Хунамотто». Так, вот что у нас привела программа. Первая строка, тут ничего интересного нет, напрямую пошло это в клип. Рассмотрим следующие строки. Так, вот такой вот у нас слегка неотесный перевод получился. И вот текст, который пошел в клип. Так, вот такая длинная строка первая получилась. Вот как она оптимизирована. Все будет зависеть от насколько у вас работает фантазия. Так и текст у вас получится. Вот вторая строка. Вообще тут такая неказистая получилась. Не со всеми строками переводчик справляется. По итогу получилось вот так вот. Упрощено и осмысленная эта строка. Третья строка. По смыслу то же самое. Здесь у нас просто короче здесь получилось. Эту строку короче сделал. Ну и четвертая строка уже получилась у нас 1 к 1. Значит, из-за чего еще я стараюсь оптимизировать строки, делать их покороче, потому что, как правило, предложения на русском языке длиннее получается, чем чеченские, и тяжело это потом ставить в клипе. Они загораживают, бывает, фотографию, там с этим связаны. Не удается нормально компоновку клипа сделать. Так, ну посмотрим припев теперь. Так, переведем. Так, вот у нас то, что здесь получилось. Такой суховатый перевод получился. Так, и сейчас сравним то, что ушло в клип у нас. Так, тебе кажется, когда удалил, сердцем ты забыт. Ну, здесь я изменил «если удалился». Как бы по смыслу оно лучше подходит, и вполне это слово Гена Велча можно и так перевести. И когда удалился, и если удалился, ошибки в этом нет. Так, тут другой сын себе, когда повстречался, на него ты променялся. Ну, Кант переводится и как сын, и как парень, и как мальчишка. Такие переводы есть у него. Вручную, по смыслу, меняем на слово парень. Тоже здесь, когда повстречался, я изменил на если повстречался.
Вот, можете сравнить эту строку. Здесь у нас свети получилось. Кхета, вот у нас это слово. Оно как может переводиться и свети, и пойми. То есть тут явно не клеится это слово в этом предложении. Ну плюс кхетаха, это кхета пойми, а кхетаха это с оттенком просьбы. Там можно перевести как пойми, пожалуйста. Вот так вот можно перевести еще. Вот оно, наше вот это слово. Здесь оно вот это. Вот оно. И вот оно. С тобой. Вот 4-ю строку смотрим. Постоянно будет разыскиваться. Длинное предложение получается не очень красивое, оптимизировано вот такого вида. Вручную уже. Так, ну все, наверное, на этом урок закончим. Вот, надеюсь, все это достаточно доступно, понятно объяснил, как работает программа, как вам предстоит подправлять вручную тексты. Всем спасибо за внимание и за просмотр.